Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главном в этом выпуске. 2 миллиарда 800 миллионов рублей получит Якутия на капитальный ремонт и оснащение школ в 2022 и 2023 годах. В Покровске состоялось вручение ключей переселенцам из ветхого жилья. Около 30 семей набрели новое благоустроенное жилье прямо в центре города. 75-летний юбилей отметил первый президент акционерной компании «Железные дороги Якутии», почетный гражданин Алданского района Дмитрий Дмитриевич Трофимов. Начнем с эпидобстановки. За минувшие сутки на территории республики обнаружили 233 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 86 в столице республики, 25 в Мирнинском районе, 24 в Нерюнгринском, 21 в Алданском, 19 случаев в Алекминском районе. Также в Хангаласском районе выявили 12 случаев, в Амгинском 11, в Сунтарском районе 8, в Нюрбинском 7. Кроме того, по 5 заболевших инфекцией зарегистрировали в Мегино-Кангаласском, Таттинском и Тампонском районах, 2 случая в Усть-Алданском, по 1 в Горном, Жиганском и Намском. За сутки лаборатории республики провели 3850 исследований на коронавирусную инфекцию. Сроки открытия сезонных автодорог сместили в некоторых районах Якутии из-за теплой зимы. На сегодня из 113 участков открыт 41 зимник. На ваших экранах сейчас список открытых зимних трасс с разрешенной максимальной грузоподъемностью. Осень и начало зимы были очень теплыми в центральных районах. Глобальное потепление создает большую проблему. Из-за медленного нарастания толщины льда и большого количества снежных осадков сокращается период ледостава на реках и озерах. Это приводит к переносу сроков открытия автозимников, объяснил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Сергей Владимиров. По результатам отбора на 2022 и 2023 годы Якутия получит субсидию из федерального бюджета в размере 2 миллиарда 842 миллиона 921 тысяча рублей на капитальный ремонт и оснащение школ. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в социальных сетях и отметил, что в список попали все заявленные 58 объектов образования. Накануне Айсен Николаев принял участие в дискуссии под руководством полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Мероприятие провели в рамках онлайн-форума про ДФО в Москве. Выступление главы Якутии было посвящено развитию креативной экономики и достижениям республиканской IT-индустрии. Уже сегодня на долю Якутии приходится 85% экспорта IT-услуг Дальнего Востока. Вклад креативных индустрий в валовой региональный продукт республики составляет почти 2,5%, а к 2035 году достигнет около 4,5%. Как отметил Айсен Николаев, одним из важнейших проектов является креативный кластер «Квартал труда». Резидентами «Квартала труда» станут 150 организаций, в которых создадут 1250 рабочих мест. Ключевые направления резидентов кластера – кино, анимация, медиа, цифровой контент и дизайн. Но в реализации проекта «Парк будущих поколений» будут сотрудничать Национальная библиотека Якутии и Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». На торжественной церемонии подписали соответствующее соглашение. Генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Владимир Егоров представил общественности проект будущего парка, его архитектурное наполнение и содержание. Напомним, стратегический проект «Парк будущих поколений» реализует по поручению главы Якутии Айсена Николаева как креативное пространство для разностороннего развития детей и молодежи, активного отдыха и полезного досуга горожан. Эти два учреждения являются основными партнерами при создании парка будущих поколений. Сегодня мы уже начинаем строительство самого парка, да, но уже в эти дни мы уже работаем над совместными образовательными и культурными программами с этими организациями. И я думаю, что к 2025 году у нас уже сложится такое полноценное сообщество на базе наших 3 учреждений. К ним присоединятся еще множество других разной формы, разного характера, стиля. И мы создадим такую экосистему парка будущих поколений, которая будет непосредственно уже находиться в парке, начиная с 2025 года.
Якутянка Наталья Харлампиева вошла в число номинантов литературной премии «Дальний Восток». Накануне в Москве торжественно наградили лауреатов. Литературная премия присуждается отечественным авторам. В этом году на соискании заявилось 60 человек. После просмотра работ жюри выделило шорт-лист лучших писателей в 3 номинациях. Это длинная проза, короткая проза и проза для детей. Лауреатов определили в каждой из этих 3 основных номинаций. Победители получат по 500 тысяч рублей. Напомню, в число номинантов премии вошла и представительница Якутии Наталья Харлампиева с произведением «Признание в любви». Накануне в Покровске состоялось вручение ключей переселенцам из ветхого жилья. Около 30 семей обрели новое благоустроенное жилье прямо в центре города. Среди счастливых новоселов числится пожилая семейная пара Николай и Галина Береза, которые всю жизнь прожили в частично благоустроенном деревянном доме. Теперь им нужно привыкнуть к новому уровню комфорта. Подробнее в сюжете Виолетты Засимовой. Они вместе с далекого 1964 года. Молодая санитарка Галина, родом из Алекминского улуса, полюбила механизатора Николая, который приехал в Покровск из Мирнинского района. У пары сейчас 3 детей, 5 внуков и 2 правнука. В 3-комнатную квартиру в деревянной двухэтажке по улице Братьев Ксенофонтовых, 23, семья въехала в 1996 году. С тех пор и живут здесь. Рассказывают, что их дом является одним из первых двухэтажных домов в Покровске. Одно время здесь даже было общежитие для медиков. Но ничто не вечно. Двухэтажка начала с годами ветшать. Особенно ситуация начала ухудшаться после коммунальной аварии. Мы не помним, какой год, но когда теплотрасса прорывала, вот, водой заливала, и горячей водой залила, и осел весь фундамент, и пошел дом ломаться. Полы упали все, провалились, и дом пошел вот так вот весь. Дом признали аварийным только в 2014 году. В первый этап программы переселения он не попал. Жителям пришлось ждать более 5 лет, прежде чем для них, наконец, построили новое жилье. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш новый дом. Прошу. А вот и новые апартаменты семьи Береза. 2-комнатная квартира на 2-м этаже 5-этажного дома. Есть отдельные ванная, туалет, просторный балкон с видом на центр Покровска. Сделан базовый ремонт. Все понравилось, все очень хорошо. И кухня, и комнаты, и санузлы, и ванная. Все отлично. Я еще никогда не жил в благоустроенных квартирах полностью. И как хорошо, что новый дом находится буквально в 200 метрах от старого. Николай и Галина готовы потихоньку сами перетаскивать свои вещи пешим ходом. А для более габаритной мебели закажут машину. Сегодня мы вручаем ключи от нового дома по адресу Братьев Ксенофонтовых, 27. Это в самом центре города Покровска. В новый дом переезжают порядка 8 аварийных домов, подлежащих сносу. На очереди теперь ввод 2 многоквартирных домов по улице Братьев Ксенофонтовых под номерами 98 и 102. Заселение жителей планируется до конца этого года. В оба дома должны переехать 51 семья. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Накануне 75-летний юбилей отметил первый президент акционерной компании «Железные дороги Якутии», заслуженный строитель России, почетный транспортный строитель России и почетный гражданин Алданского района Дмитрий Дмитриевич Трофимов. В истории нашего региона имя Дмитрия Трофимова стало символом целой эпохи. Он стоял у истоков железнодорожной отрасли республики, принимал непосредственное участие в ее становлении и развитии. Под началом Дмитрия Трофимова была сформирована система подготовки кадров с высшим и средним специальным образованием по столь необходимым для самой молодой отрасли Якутии специальностям, которая подтверждает свою эффективность по сей день. В этом году исполняется 25 лет с момента создания Республиканской Федерации Масс-рестлинга. Помимо этого отмечается круглая дата – 10 лет Международной Федерации Масс-рестлинга. В рамках юбилейных мероприятий в столице региона прошел круглый стол на тему масс-рестлинг вчера, сегодня, завтра. В мероприятии приняли участие ветераны спорта, действующие чемпионы России и мира, представители районов Федерации, а также президент Международных игр Дети Азии Владимир Максимов. В малом зале «Элтумен» обсудили нынешнее состояние национального вида спорта, его развитие и планы на будущее.
Но в историческом парке «Россия. Моя история» открылся технологический фестиваль «Тымны нет». Гостей и участников ждут мастер-классы, инновационные сессии, стратегическая сессия и многое другое. На мероприятии побывала и наш корреспондент Валерия Наумова. «Приближай будущее». Именно так звучит слоган открывшегося технологического фестиваля «Тымны.нет». Цель фестиваля – это популяризация кружкового движения в Якутии, а также знакомство с практиками будущего, научными исследованиями, стартапами, проектами и воплощением их в жизнь. Мероприятие проходит в рамках Года науки и технологий и празднования столетия кружкового движения в России. Наш фестиваль называется «Оригинальный фестиваль идей и технологий Тымны.нет». Объясню, почему Тымны.нет. Многие спрашивают. Да? Тымны – это холод. Это с якутского языка мы перевели. А нет – это потому, что те технологии, которые у нас есть в жизни, они уже немножко изменились. И они у нас отображаются в наших уже отраслях, которые развиваются уже немножко по-другому. Это все то, что сейчас цифровизируется. Это все то, что используется искусственный интеллект. Это все то, что мы преподносим уже немножко по-другому. То, о чем говорит Анатолий Сконович, это очень важно. Раньше вообще интернета не было, а сейчас мы летаем. И это кажется нам, что это всегда таки было многим из нас, да? А детям тем более. Поэтому сейчас то будущее, о котором мы мечтали, когда мы были школьниками, да, вот я могу о себе так сказать, да, оно сбылось. И теперь мы уже спокойно можем об этом говорить, и в этом будущем мы с вами живем. А у наших детей будущее немножко другое. Фестиваль будет проходить 2 дня – 11 и 12 декабря в историческом парке «Россия. Моя история». Гостей ждут 7 треков, 9 площадок, более 30 бесплатных мастер-классов, 10 инновационных разработок, стратегическая сессия, выставки, перформансы и соревнования по киберспорту. К слову говоря, киберспорт в республике развивается с 2008 года. Мы сегодня будем просто проводить мероприятия, соревнования. Ребята будут со всех улусов соревноваться, выяснять, кто все-таки лучше. И для нас это на самом деле очень здорово, что мы сможем из этого всего выделить хороших игроков, с которыми мы сможем дальше работать. И они, возможно, будут уже представлять нашу Якутию на федеральных международных соревнованиях. То есть для нас это очень здорово, что сегодня происходит вот это мероприятие по всей республике. Якутский технологический фестиваль Тымны.нет проходит в гибридном формате и доступен как онлайн, так и офлайн. Все желающие могут принять участие и стать слушателями лекций о передовых технологиях. Достаточно только зарегистрироваться на сайте мероприятия. Валерия Наумова, Семен Семенов, Якутск. В рамках празднования Дня Конституции России Минмолодежи Якутии совместно с Центром по работе с волонтерами республики 12 декабря этого года проводят патриотическую акцию по распространению лент в цветах российского триколора. Раздача лент пройдет сегодня, 12 декабря, в торговых точках города Якутска и площадях. Это ТРК Туймада, Саха-Экспоцентр, площадь Ленина и площадь Орджоникидзе. К этому часу пока вся информация. Оставайтесь на нашем канале.